У меня одна только просьба. Вот в связи с юбилейными датами, я, конечно, хотел бы вас попросить более активно участвовать в социально-экономическом развитии территории. Мне очень не хватает вашей экспертной оценки по многим вопросам. Вот иной раз, знаете, так думаешь, а вот где, кто, чего, там разные приезжают, пытаются. Ну, у нас же, смотрите, какая элита, мы же сами знаем чего. Ну, Витязева, вот только сейчас ее показывают. Это же, мозг, понимаете, я сегодня читаю там ее некоторые, так сказать, работы. Казалось бы, вот как будто только сейчас она их написала, они настолько актуальны в сегодняшнее время. Все, что происходит, все, что планируем, нельзя не учитывать наш исторический опыт, нельзя, потому что мы живем в особых условиях. У нас много что сейчас принято решение, там, и на правительственном уровне. Я очень рад, кстати, что сегодня как-то меняется внешне. Знаете, что приняты основы государственной политики, регионального развития, да, концептуальные моменты, указ президента вышел. Там много здорово чего написано, но нам с вами это придется реализовывать, понимаете? Нам с вами. Никто сюда не придет, кроме нас, и этого делать не будет. Поэтому я на вас очень рассчитываю, дорогие мои. Вот правда. На вас как на профессионалов, на вас как на экспертов, на вас как тех, кто очень много уже сделал и еще предстоит сделать. Поэтому дайте вот свежий глоток воздуха, знаете, вот в этой карте науки будет определенный, знаете, так, обратное диалоговое окно, там можно высказывать все свои те или иные, так сказать, мысли по поводу различного рода предложений, в том числе и наших дальнейших планов и так далее. Только не пишите ругательные слова, потому что, честно говоря, знаете, вот начинаешь что-нибудь читать, да, и в общем, а потом только в конце, а вот есть реальное предложение. Понимаете? Ну, давайте сначала с реального предложения, а потом, почему его надо принять, ладно? Это вот как вот, по-нормальному. Поэтому, знаете, вот чем мы отличаемся от других? Вот я смотрю, вот когда народ сидит на концертах сатириков, да, вот хохочет, только памперсы одевает, понимаете? Про все, что у нас есть. Потом выходит то же самое. Вот, что заходил тогда, что смеялся? Над кем смеялся? Над собой? Вот чуть-чуть, да, вот. Потом приходишь домой и задумался, действительно, а что у меня забор там провалился, да, может, действительно. Может, там калитку так, чтобы не скрипело, еще что-то. Ну, вот понимаете, да, что я говорю? А так вот мы хохочем, прям, знаете, вот здорово, приятно смотреть, там сам просто заряжаешься. Вот хочется чуть дальше, чем просто смех. Ну ладно, утомил я вас, ничего. У меня еще есть планы до награждения, поэтому разрешите, я награжу. Вот, вы уж оставайтесь, а я дальше пойду работать. Спасибо. Сергей Анатольевич, я, с вашего позволения, вам посодействую в этом замечательном деле. Указом главы Республики Коми от 30 января 2017 года номер 13 за заслуги перед Республикой почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено Столюгину Валерию Васильевичу, доценту кафедры химии Института естественных наук. Номер 14. Почетной грамотой Республики Коми за многолетний добросовестный труд награждаются Залевская Ольга Александровна, заведующий кафедрой химии Института естественных наук. А также Петраков Анатолий Павлович, заведующий кафедрой инженерной физики и техносферной безопасности Института точных наук и информационных технологий. Ну все, я свою программу выполнил. Спасибо вам. Еще раз вас с юбилеем, с праздником. Всего самого доброго. Уважаемые коллеги, университет, мы отмечаем его юбилей, но таким, как он есть сегодня, все его достижения – это достижения людей. И не только руководителей, но и сотрудников, преподавателей, которые внесли свой весомый вклад в том, чтобы был существующий базис нашего университета. По этому поводу зародилась идея издать маленький, миниатюрный, несколько томов, сборник, посвященный
высшему образованию в лицах. Не в знаниях, не в творениях, не в результатах, а в лицах. Я предоставляю слово для презентации книжки Майе Ивановне Бурлыгиной. Добрый день, дорогие друзья. Идея создания этой книги, мини-книги, ее высота 9,5 сантиметров, и это коллекционное издание, с миниатюрными изданиями, считаются те книги, которые не являются выше 10 сантиметров. Правильно объяснила? Я сама собираю миниатюрные книги, в моей коллекции около 1000 экземпляров. И я рада, что наконец в моей коллекции появится книга, которую мне посчастливилось создавать. Дорогие друзья, Ольга Александровна правильно сказала, что это первый том. Наверняка скоро будет многотомный, потому что люди, которые создавали маленькую книжку сегодня, вошло всего лишь 163 человека. Это ректоры высших учебных Зырянского института народного образования, института Ухтинского индустриального института, сейчас это технический университет, Сыктывкарского государственного университета, Академии государственной службы. Помимо ректоров, в этом издании представлены и проректоры, не все, сейчас объясню почему, доктора наук и профессора. Дело в том, что сейчас по нашим правилам мы имеем возможность опубликовать в подобных изданиях только ту информацию, которая разрешена ее носителям. Ее носителям. Мы обращались ко всем с просьбой заполнить анкеты. Многие это сделали своевременно. И те доктора и кандидаты наук, доктора науки, профессора, которые это сделали, они вошли в этот день. Сюда вошли и те, кто стоял у истоков высшего образования нашего региона, и которых уже сегодня нет с вами, так как информация о них находится в открытом доступе. И опережая, как говорится, события, скажу, что сегодня наш университет готовит энциклопедию, которая будет так и называться «Сыктывкарский государственный университет имени Метелиты Римы Сорокина». И в эту книгу, энциклопедию, войдут сведения о всех сегодня работающих докторах, кандидатах, ветеранах нашего университета, тех, кто стоял у истоков университетского образования. И большая просьба к тем, кто еще не прислал мне анкеты, умоляю вас, сделайте это поскорее, пришлите, и мы на основе ваших анкет уже составим материал для энциклопедии. Что касается сегодняшнего презентуемого издания Высшей школы Республики Коми в лицах, то она освещает кратко историю не только людей, но и историю этих учреждений. Напоминаю вам, что в 1921 году был основан Зырянский институт народного образования, и первым ректором стал будущий доктор филологических наук Алексей Семенович Сидоров. В 1923 году, вопреки желанию Сидорова, институт был преобразован в педтехникум повышенного типа, но обучение в этом педтехникуме проводилось по программе высшей школы. В 1924 году этот педтехникум возглавил Александр Филимонович Богданов, который стал первым директором Коми государственного университета, двери которого открылись 21 февраля 1932 года. В 50-е годы в нашей республике
были созданы учебно-консультационные пункты в Сыктывкаре, это будущий Сыктывкарский лесной институт, в Ухте, это будущий Ухтинский индустриальный институт, в Воркуте, это филиал Ленинградского горного института. И поэтому сегодня говорить о дате основания того или другого вуза очень сложно, потому что Ухтинский индустриальный институт считает датой основания 1967 год, когда он уже открылся как Ухтинский индустриальный институт, тогда как учебно-консультационный пункт был открыт в 1958 году. Сыктывкарский лесной институт пересмотрел свою дату основания, и несмотря на то, что он открылся, был создан как Сыктывкарский лесной институт в 1994 году, он исчисляет свою историю с 1952 года, с момента создания этого учебно-консультационного пункта. Ну, история, она вот, к сожалению или к счастью нашему, такая, что иногда пересматривается. И, конечно же, в этой небольшой книге мы не смогли разместить достаточно объемную информацию о каждом из тех людей, кто здесь обозначен. Но это толчок к исследованиям дальнейшим, это толчок к размышлениям, это информация, которую можно продолжать изучать. Нам хотелось бы, чтобы вам понравилась наша идея. Я благодарю за создание этой идеи, за эту идею Наталью Алексеевну Михальченкову и Сергея Николаевича Большакова. Им тут выражена благодарность. Она возникла в недрах кабинета ректора Натальи Алексеевны, тогдашнего ректора Натальи Алексеевны Михальченковой, которая вообще такая очень активная в своих каких-то идеях. У нее все время что-то там возникает, и это хорошо, что она не живет только сегодняшним днем. Она думает о будущем, это замечательное качество молодого перспективного руководителя. И сегодня мы подарим эти книги всем тем, кто здесь отражен. Это в первую очередь. Потом, если сочтет ректорат, подарят эти книги там, кто, может быть, войдет в следующие тома. Сегодня их по какой-то той или другой причине. Спасибо вам всем за помощь, спасибо вам всем за поддержку и еще раз вас с праздником. Люблю университет и горжусь им. Сыктывкарский университет – это, конечно, федеральное образовательное учреждение. Кадры для Республики Коми прежде всего. Обратите внимание, не только студенческие выпускники, но даже наши руководители начинают работать в органах власти Республики Коми. Слово для приветствия предоставляется Михальченковой Наталье Алексеевне, заместителю председателя правительства Республики Коми, министру образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Ну что, дорогие друзья, добрый день. Уважаемые члены ученого совета, уважаемые представители коллектива. Я вижу, что в зале присутствуют руководители образовательных организаций Республики Коми, а также я приветствую и тех, кто сегодня с утра специально прибыл для участия в коллегии Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Это наши гости. Руководители органов управления образованием муниципальных образовательных организаций, конечно, уважаемая Ольга Александровна, позвольте в этот день поздравить коллектив с 45-летием. Мне очень приятно сегодня видеть то, что у университета есть команда, то, что университет живет, развивается. И, конечно, несмотря на то, что мы не находимся сегодня в одном учреждении юридически, я хочу вам сказать, что фактически мы каждый день живем вместе. Потому что мы живем для того, чтобы наши дети, это преимущественно у нас студенческая молодежь, конечно, выходили и завершали обучение по образовательным программам и были удовлетворены всем, что в системе профессионального образования Республики Коми. Позвольте в этот день
поприветствовать вас и сказать о том, что сегодня в руководстве Республики Коми, и возвращаясь к вопросу Татьяны Лукьяновны, безусловно, не просто формируются подарки, а разрабатываются те решения, которые непосредственно направлены на то, чтобы система профессионального образования республики была самодостаточной, полноценной, качественной с точки зрения интеллектуального потенциала, качественного с точки зрения современной инфраструктуры и, конечно, качественной с точки зрения выпуска и содержания тех образовательных программ, которые сегодня реализуются. Это происходит непосредственно в контрольных цифрах приема, которые подаются как заявка на уровне субъекта, согласовываются. Это происходит на уровне планирования целевого приема. И, конечно, это происходит тогда, когда мы сегодня получаем наших детей, планируя систему и их подготовки и сдачу нужных государственных экзаменов ЕГЭ для того, чтобы поступать в наши вузы. Я могу сказать, что 1 февраля завершился прием заявлений на сдачу ЕГЭ, и сегодня Республика Коми получает 5500 выпускников, и первое пожелание поступали в Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина, из них 1500 непосредственно сдавали у нас физику, из них не будут сдавать, из них 1000 тех, кто записался на биологию, и, конечно, много того, что было проведено на уровне профессиональной ориентации для того, чтобы мы с вами имели качественный, профессионально ориентированный контингент. Поэтому первое, что хотелось бы сегодня в праздничный день вам сообщить, это то, что нам удалось сформировать и направить сдачу профильных ЕГЭ для поступления в наши университеты и в Сыктывкарский технический государственный университет. Это, конечно, наших выпускников, и это большой выпуск, и это серьезный потенциал, и это уже теперь ваша и наша совместная задача провести приемную кампанию таким образом, чтобы они стали нашими студентами. Второе, о чем хотелось бы сообщить, это о том, что деятельность по реализации образовательной политики в сфере высшего профессионального образования на федеральном и на региональном уровне сегодня реализуется в рамках приоритетных стратегических проектов. В ноябре 2016 года Советом при Президенте было утверждено 5 ключевых направлений государственной политики, о которых я сообщала в рамках своего прощального спича на ученом совете. И я хочу нам детей, это новая модель дополнительного образования, и в рамках этого первый подарок, который вы уже имеете, это 57 миллионов рублей, которые получила республика, а затем получает муниципальное образование на детский технопарк. Это модули, 7 модулей квантов, который будет здесь, во дворе университета, можно сказать, как центр дополнительного образования детей, где у наших детей будут развиваться технические способности, биоквантумы, аэроквантумы, и весь не только естественно-научный, но и гуманитарный цикл сегодня покрыт для того, чтобы формировать интерес в системе дополнительного образования еще детей, с тем, чтобы они потом шли и поступали в наши университеты и непосредственно в университет. Да, ваша будет работа, это выстроить отношения с тем, чтобы этот интерес был постоянно воспроизводимым. И я благодарю коллектив. Мы вчера уже увидели представителей Института точных наук и директора Института точных наук за то, что этому вопросу работы с детьми, развития роботехники и других направлений, отдельные слова благодарности Михаилу Дмитриевичу Кидайгородскому, сегодня уделяется внимание. Это значит, что вы понимаете, что сегодняшняя инвестиция, она наша с вами завтра. И наши с вами студенты, которые будут приходить и развивать в том числе контингент в Сыктывкарском университете. Это второе направление, это приоритетный стратегический проект, который сегодня есть рабочие кадры. И эти кадры, которые в рамках приоритетной стратегической инициативы получают финансирование по России порядка 5 миллионов рублей. Это те деньги, которые пойдут в учреждения среднего профессионального образования в Республике Коми, которые участвуют в этом проекте. Готовится заявка для того, чтобы СПО вошли и получили деньги на современную материальную базу. Благодаря тому, что эта современная материальная база получается в СПО, у нас появляется не только восполнение материальной базы для качественной подготовки наших граждан, наших детей, наших студентов в системе среднего профессионального образования. Вы знаете, что сегодня активно развиваются сетевые формы взаимодействия, и вот то самое разноуровневое, это тот
второй подарок, который нам с вами сегодня предоставляется. Поэтому я желаю выстроить и завершить те программные мероприятия, которые были направлены на выстраивание отношений в области культуры, в области искусства, в области технических и естественных наук, в области физико-математики, в области педагогических наук, на системе непрерывного образования, в непосредственном контакте с учреждением СПО и используя в том числе современную практическую базу наших партнеров, продолжать обучение на базе среднего профессионального образования в стенах университета, имея современный контингент. Третье, о чем хотелось бы сказать сегодня в праздничный день, это тот приоритетный стратегический проект, который также был утвержден и будет реализовываться в течение 5 лет. Это современная цифровая среда. Дорогие друзья, я желаю коллективу, тем, кто уже овладел, непосредственно реализовать, а тем, кто не овладел, все-таки сформировать в себе компетенции работы в информационно-коммуникационной среде с использованием современных средств обучения. Это будущее российского образования, это то, во что сегодня будет инвестироваться в течение 5 лет федеральный бюджет, это аккумуляция всех открытых образовательных ресурсов, начиная с Курсеры, заканчивая цифровой коллекцией школьных курсов, которые можно использовать в системе подготовки учителей. Поэтому я желаю талантливых, способных студентов, я желаю развивать нашу IT-инфраструктуру, которая на высоком уровне, но все-таки еще всего лишь на 50% отвечает необходимым требованиям, для того, чтобы завтра мы с вами в рамках приоритетного федерального проекта на цифровизацию образования получали федеральное софинансирование. Еще одно пожелание, и, конечно, это не подарок, а это наша с вами серьезная работа, это приоритетный стратегический проект «Вузы как центр инновационного развития». По итогам всех визитов Министерства образования Российской Федерации, в том числе совершенных уже в новом качестве, я могу вам сказать, что согласовано участие 2 вузов с подачей заявки на так называемые опорные университеты. И сегодня будет очень многое зависеть не только от того ходатайства, которое направляет правительство и глава региона в поддержку Сыктывкарского университета, в поддержку Ухтинского университета. Сегодня отменяются требования, которые раньше не позволяли принимать участие нашим университетам в этих проектах, но сегодня сохраняются возможности дополнительного финансирования вузам, которые приобретают этот статус. Поэтому я желаю вам справиться с качественной подготовкой заявки. Я желаю, чтобы те смыслы, которые закладываются в программу вуза как Центр инновационного развития, они были каждый день вашей профессиональной задачей, которую вы успешно решали. И, конечно, я желаю, чтобы наш университет действительно был той опорой, о которой говорил глава. Для этого мы со своей стороны тоже будем создавать мостики, которые пока все-таки нужны, потому что есть определенный режим автономии. Университет работает в своих задачах, в своих стенах и целях, ну а развитие региона пока происходит в рамках своих задач и своих институтах развития. Поэтому, конечно, университеты должны быть институтом развития региона, и для этого нам нужно в том числе предусмотреть это в заявке и непосредственно это осуществлять не только на стадии запуска и выпуска наших дорогих студентов, но и на стадии экспертной оценки и непосредственного участия в государственных решениях и в разработке государственной социально-экономической политики. Дорогие друзья, подходя к концу своего сообщения, я хотела бы сказать, что, безусловно, университет — это не только стены. У нас много задач, которые есть в программе развития университета, и мы вместе с Ольгой Александровной их исполнять. Я очень рассчитываю на поддержку коллектива, который будет в этом содействовать. Но, конечно, университет — это люди. Поэтому я желаю беречь коллектив, я желаю уважать ветеранов, я желаю, конечно, принимать решения в интересах студентов, понимая, что они самые главные из нас. И я уверена, что вместе мы добьемся того, чтобы Сыктывкарский университет, имея сегодня единую историю, обязательно имел уверенное будущее, которое мы с вами и будем ему обеспечивать. С праздником, дорогие друзья, я поздравляю нас с вами с этим юбилеем. Уважаемая Александровна, позвольте вручить вам этот приветственный поздравительный адрес, а также букет цветов. В качестве
качестве непосредственного сегодняшнего подарка правительство Республики Коми дарит 3 миллиона рублей на проведение единого выпускного облака на территории Коми в течение 2017 года, а также поддержку мероприятий молодежной политики. Переходим к награждению. Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 24 января 2017 года номер 2 НК за многолетний добросовестный труд в области профессионального образования, достигнутые успехи и в связи с 45-летием со дня основания университета, почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми награждаются: Барт Мария Вячеславовна, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Института иностранных языков. Дудникова Екатерина Александровна, доцент кафедры теоретических и медико-биологических основ физической культуры Института социальных технологий. Владимир Александрович, старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства Института культуры и искусств. Егорова Светлана Львовна, доцент кафедры политологии и международных отношений Института гуманитарных наук. Андрей Васильевич, заведующий кафедрой прикладной математики и информационных технологий в образовании Института точных наук и информационных технологий. Ковалев Виктор Антонович, профессор кафедры политологии и международных отношений Института гуманитарных наук. Евгений Иванович, старший преподаватель кафедры физико-математического и информационного образования Института точных наук и информационных технологий. Насаль Елена Юрьевна, руководитель Центра проектирования и сопровождения образовательных программ Института непрерывного образования. Леонид Сергеевич, заведующий кафедрой информационной безопасности Института точных наук и информационных технологий. Петросян Виолетта Рубеновна, доцент кафедры общей и педагогической психологии Института педагогики и психологии. Ольга Васильевна, ведущий специалист по учебно-методической работе учебно-методического центра Института социальных технологий. Плюснин Сергей Николаевич, доцент кафедры экологии Института естественных наук. Виктория Александровна, старший преподаватель кафедры банковского дела Института экономики и финансов. Рочева Ирина Владимировна, доцент кафедры истории России и зарубежных стран Института истории и права. Чиванова Светлана Сергеевна, доцент кафедры социальной работы Института социальных технологий. Мы благодарим вас, Наталья Алексеевна. Заслуг перед Республикой Коми наших преподавателей и сотрудников. Сегодня на торжественном заседании присутствуют гости. Слово для поздравления предоставляется директору Сыктывкарского лесного института,
филиала Санкт-Петербургского лесного университета имени Кирова Гурьевой Любовь Александровне. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, дорогой университет. Я выпускница университета. Порог этого здания переступила в 1975 году. А в 80-м вот здесь был актовый зал, и нам вручали диплом. Ну а после этого, дав путевку в жизнь, вся жизнь моя связана была с Республикой Коми. Сегодня, когда вспоминали о Валентине Александровне, она не только знала ноты, она знала каждого, кто учится в университете. Она решала все вопросы, касающиеся студентов. Она поддерживала все общественные организации. Ну и первое, что хотелось сказать, что здесь начиналась большая наука, высшее образование университетское. И, конечно, огромная благодарность всем педагогам, которые учили нас. Мы учим дальше. И от этого должно быть лучшей республики. Пусть будет очень много умных, хороших людей, и республике будет хорошо. А лесной институт, так жизнь моя сложилась. Я, благодаря тоже Валентине Александровне, не ушла из системы высшего образования. Багаж у меня большой. Я работала в академии госслужбы, но потом судьбой оказалась в лесном институте. Но не жалею об этом. И позвольте от имени коллектива нашего, где, не пытались считать, как минимум 30% это тоже те, кто получили образование или в Коми пединституте, или в Сыктывкарском университете, и сегодня готовят технические кадры для нашей республики. Но нас всегда, лесной уж точно должно быть что-то деревянное. Я поэтому позволю мне тут два пакета. Конечно, слова, которые мы хотели вам сказать, они такие емкие, большие, читать не буду, прочитайте. А во втором пакете есть очень интересная коробочка, которая деревянная, сделанная в наших мастерских. Можно отгадать, можно не отгадать. Там часы. Часы, которые должны отсчитывать время. Часы никогда не считают время назад, они всегда должны считать время вперед. Поэтому всего самого хорошего, больших успехов, и пусть мы будем все вместе работать на благо нашей республики. С днем рождения! Попросите у кого-нибудь копеечку, чтобы выкупить эти часы, чтобы Сыктывкарский лесной институт и университет имени Ефима Сорокина были постоянно в диалоге, были партнерами, иначе не дай бог какая разлука. Это проходили. Так, быстро сейчас Ольге Александровне. Безусловно, друзья мои. Смотрите, бюджет института. Я снова с вами, Любовь Александровна, но Ольга Александровна, я об этом много говорила. Все-таки я не могу не передать самые лучшие слова поздравления от всего депутатского корпуса нашего. И, безусловно, депутаты практически всех наших округов, а их 15 в республике, передают привет вам, дорогие преподаватели, студенты, сотрудники, аспиранты Сыктывкарского государственного университета. И без вашей проработки тех законопроектов, которые сегодня ложатся в наш Государственный совет депутатам для того, чтобы мы голосовали за них, обязательно должна быть поддержка науки. И я очень благодарна нынешнему составу Государственного совета, потому как они очень трепетно к этому относятся и просят все ваше профессиональное сообщество выступать в качестве экспертов наших законопроектов.
Поэтому я думаю, что эта работа будет совместной, и она будет навсегда. С праздником вас! Слово Любовь Александровна, проректор Ухтинского государственного технического университета. Добрый день, уважаемые друзья. Ну, я без подарка, потому что подарок у нас всегда есть Николай Денисович, он это умеет делать. Так что подождите, пожалуйста, до 17 февраля. Но я от всей души, от себя лично и от нашего многотысячного коллектива поздравляю вас с этой знаменательной датой, с 45-летием университета и 85-летием Коми-пединститута. Я хочу сказать, что вот университет возник в 1972 году. Я в это время была студенткой Ухтинского индустриального института, и для нас это было необычно. То есть мы привыкли к тому, что есть институт, мы дружим со студентами, обмениваемся, и вдруг такая идея. Причем саму идею я поняла очень хорошо, будучи тогда еще очень молодой девушкой, когда увидела Валентину Александровну Веденскую. Ну, это было что-то. Вот она приезжала, она общалась с нами, потом с коллективом университета, и было понятно, что такой человек создаст нечто действительно нужное, то, что впервые даст развитие вот этого симбиозу науки и образования. В общем, это то, на чем, ну, не только университетское, а вообще все образование в нашей Российской Федерации должно строиться. Ну, потом многие знают, что моя судьба сложилась так, что я работала в Москве, в том числе в Министерстве высшего образования, была начальником управления высшего образования. Но все годы, сколько я там не трудилась, 14 лет, я курировала наш регион, но не могла же я его оставить. И я знакома с ректорами как университета, так и педагогического института. Я хочу сказать, что это великие люди. Вот я работала в 90-е годы. Вы не представляете, что это было. Это при полном практически отсутствии финансирования всех дополнительных расходов на систему образования. Выжить в этой ситуации, сохранить пединститут, благодаря ему сохранились педагогические кадры, то есть образование в республике, это было великое дело. И я хочу сказать, что вот этот подвиг и то, что сейчас университет выглядит так, это заслуга, конечно, вашего коллектива людей. Я думаю, здесь присутствуют сотрудники университета, это великие люди, наши преподаватели. Вот им низкий поклон за то, что они смогли вот привести, и будет опорный университет. Неважно, будет финансирование, не будет, но по сути является опорным университетом Республики Коми, Сыктывкарский государственный университет. И я думаю, так будет всегда. Вот сочетание двух университетов для республики, она как бы пришла к этому естественным путем. Технический университет большой, классический университет большой. Это то, что нужно для нашей республики Коми. Дорогая Ольга Александровна, дорогие коллеги, преподаватели, студенты, мне очень приятно находиться сегодня здесь, потому что я, как и многие, кто здесь присутствует, окончил университет, мой заместитель, он тоже выпускник университета. Но очень приятно, что университет имеет большие заслуги, развивается активно, готовит кадры, в том числе и для нашего института. Более 50% сотрудников института – это выпускники университета. Это и доктора науки, кандидаты, это и аспиранты, которые обучаются у нас в нашем институте. Я хочу вас всех поблагодарить, поздравить с этой замечательной датой, пожелать вам дальнейшего развития, успехов, удачи, всем вам здоровья. И дарим мы вам, во-первых, цветы. Самые крупные слова написаны вот в этом поздравительном адресе. И вот эта книга, это химический комплекс России 20-21 века, в котором есть и достижения выпускников университета, сотрудников Института химии. Это подарок вашему библиотеке.
Слово для поздравления заставляется Дегтяревой, извините, Светлане Владимировне, директору Института биологии Коми научного центра. Ушла Светлана Владимировна, мы тут затянули. Дорогие коллеги, вот и наступил сегодняшний наш день рождения. Мне хочется, чтобы с сегодняшней даты, с 10 февраля 2017 года, наш университет осознал бы, что он является устойчивым университетом на всем северо-западе нашей страны. На то у нас есть обстоятельства, у нас есть потенциал для того, чтобы так утверждать. Я подготовила доклад, в котором приводятся цифры, факты, комментарии основных достижений нашего университета. Но я думаю, что я только коротенько пройдусь для того, чтобы дать возможность выступить научным докладом на нашем ученом совете. На слайде представлена статистика нашего университета. 14 институтов, среди них 1 колледж. В инфраструктуре 11 учебных корпусов. 871 штатный работник, это преподаватели и сотрудники. Из них 44 являются докторами наук, 237 являются кандидатами. Из числа профессорско-преподавательского состава 40% имеют педагогический стаж работы более 20 лет. Наш университет является ведущим вузом в Республике Коми, и сегодня выступающие об этом отмечали. Он входит в десятку сильнейших вузов Северо-Запада по показателям результативности научно-исследовательской деятельности. Мне очень стыдно, но сегодня именно так. Нашу науку стали ее достижения измерять деньгами. Так вот, общий объем финансирования научно-исследовательской работы в 2016 году составил более 80 миллионов рублей. Если в пересчете на одного преподавателя это ужасно, но это статистика, которую требует министерство. Это около 200 тысяч рублей на одного преподавателя. Нашими партнерами являются республиканские органы власти, органы местного самоуправления, ведущие организации в ключевых отраслях экономики, российские и зарубежные вузы. В целом мы достигли значительных успехов и уверенно смотрим в будущее. Я благодарна профессорско-преподавательскому составу, всему коллективу, сотрудникам, студентам, что к празднованию юбилея мы подошли с достойными результатами по многим направлениям деятельности. В настоящее время вектор развития университета определяется государственной политикой в сфере образования, социально-экономическим развитием Республики Коми и стратегией развития университета до 2030 года. Мы позиционируем себя на российском и международном научно-образовательном пространстве как опорный вуз региона. Вот у меня спрашивают, какой это наш вуз? Классический вуз? Педагогический вуз? Какой? Ну, мы многопрофильные. Мы готовим педагогов, мы готовим научных работников, мы готовим медицинских работников, мы готовим спортсменов. Я бы сказала, что наш университет – это университет фундаментального образования. Он с социальной направленностью, с направленностью нашего региона. И цель университета – стать вузом роста, ключевым для инновационного развития экономики республики, системообразующим звеном региональной инфраструктуры. И это нелегко. Для решения данной задачи необходима согласованность действий и координация усилий не только всего коллектива, но и поддержка со стороны государственной власти, правительства Республики Коми и наших стратегических партнеров. За вклад в обеспечение образовательной, научной и общественной деятельности университета и многолетний добросовестный труд почетное звание «Почетный ветеран Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина» присвоено Артеевой Людмиле Дмитриевне, старшему преподавателю кафедры физической культуры Института социальных технологий.
начального и дошкольного образования Института педагогики и психологии. Волковой Раисе Алексеевне, старшему преподавателю кафедры физической культуры Института социальных технологий. Голиковой Елене Александровне, доценту кафедры биологии Института естественных наук. Владимиру Васильевичу, старшему преподавателю кафедры физической культуры Института социальных технологий. Зиновскому Евгению Викторовичу, доценту кафедры теоретических и медико-биологических основ физической культуры Института социальных технологий. Зюзюркину Юрию Степановичу, доценту кафедры физической культуры Института социальных технологий. Холопову Владимиру Михайловичу, доценту кафедры прикладной математики и информационных технологий в образовании Института точных наук и информационных технологий. Ширгину Юрию Владимировичу, доценту кафедры прикладной математики и информационных технологий в образовании Института точных наук и информационных технологий. Уважаемые коллеги, наша торжественная часть завершается. Может, кто-то из гостей и сотрудников желает сказать слова, воспоминания. 45, 85, и мы вместе. Ольга Юрьевна. Буквально несколько слов. Уважаемые коллеги, наш Центр наследия и Сыктывкарский государственный университет имеют нечто общее. Это название. В названии присутствует имени Петерима Александровича Сорокина. И именно благодаря этому мы просто обречены на сотрудничество, причем на плодотворное и взаимовыгодное. Мы очень высоко ценим потенциал профессорско-преподавательского состава Сыктывкарского государственного университета. Мы работаем в тесном контакте со многими профессорами и доцентами. Они принимают участие также в наших мероприятиях. Мы работаем со многими институтами университета. И всем я хочу выразить очень большую благодарность за это. У меня в руках книга. Это книга Петерима Сорокина «Листки из русского дневника». Почему я ее взяла с собой? Она вышла полгода тому назад, и многие видели уже эту книгу. Но она очень символична именно для февраля, потому что в феврале происходят такие важные события, связанные с юбилеем у вас. В феврале родился Петерим Александрович Сорокин. Кстати, в феврале, именно 10 февраля, он и умер. И в феврале началась Великая Русская революция, которую мы отмечаем, вот сейчас 100 лет, да, мы отмечаем. И поэтому 3 февраля мы проводили круглый стол на тему «Листки из русского дневника» Петерима Александровича Сорокина к 100-летию Русской революции. И вокруг этой книги, по поводу этой книги, мы рассуждали, проводили параллели исторические, проводили это мероприятие совместно с историками Института языка, литературы и истории. И мне бы сейчас хотелось поздравить еще раз весь коллектив Сыктывкарского государственного университета со знаменательной датой, с началом ваших февральских чтений. И хотелось бы вручить лично исполняющей обязанности ректора Государственного университета Ольге Александровне Сотниковой
Сотниковой, которую я лично знаю, с ней много работала, и я ее очень уважаю и ценю, вот эту нашу книгу, которую выпустил Центр наследия имени Екатерины Сорокина. Спасибо. Уважаемые гости, может еще кто-то желает сказать, вспомнить, как заканчивали наш университет? На этом наша торжественная часть завершается, и мы сейчас перейдем к научной, хоть и краткой, но научной части нашего заседания ученого совета.